Самогалтайская средняя школа для Врия главы Тувы родная. Владислав Ховалы учился здесь в 5 и 6 классах. Об этом свидетельствуют и фотографии в школьных альбомах, которые хранятся в музее общеобразовательного учреждения. Еще один интересный факт – это то, что отец Владислава Ховалыга, Тавариштай Ховалыг, был директором школы с 1978 по 1981 годы. Вот в Актруге был тоже школа, да, лесная школа, там мама работала. Мы совсем так, 50 метров жили, тоже воспоминания. Сейчас здесь уже тоже, да, родная школа, можно сказать. Немецкий преподавали, очень на высоком уровне. Мы, вот, обучившись уже, понимаете, стихи на немецком дочитали, пели. Да, это такой уровень. С тех пор прошли десятки лет, и теперь школе, построенной в 30-х годах прошлого века, требуется ремонт. По словам директора Елены Эртне, в этом году на эти цели предусмотрено около 10 миллионов рублей. Нету в этой школе спортзала, актового зала. Владислав Тавариштай предложил вариант спортзала ангарного типа. И полностью обновить столовую школу. На месте договорились, что до начала нового учебного года капитально отремонтируют корпус столовой и библиотеки. Большим подспорьем стала и спонсорская помощь в размере 65 тысяч рублей на приобретение оргтехники. Следующий объект, который посетил Владислав Тавариштаевич, тоже школа Шергаладинская средняя. Здесь обучается чуть больше 200 ребят. Зданию необходим ремонт кровли. У нас еще проблема в спортивном зале. Спортивный зал тоже попал в проект программы в 2016 году, да. Там тоже был ремонт, капремонт был, только кровли тоже, да. А в основном проблема спортивного зала у нас пол. Остальные у нас проблемы только в кровле. Министерству образования и науки поручено изыскать 250 тысяч рублей на замену кровли и другие неотложные работы. Не меньше проблем и в детском саду Хинзикбей. Ясельную пристройку на 30 мест начали строить 2 года назад. Работы завершили в прошлом году, но долгожданное открытие так и не состоялось. У нас для открытия есть проблема. Эта проблема у нас заключается в основном здании детского сада. В основном здании у нас тут будут находиться пищеблок, медицинский кабинет и хозяйственные комнаты. И одна группа. У нас не хватает детской площадки и благоустройства территории. Владислав Тавариштаевич только что сказал, что поможем. Основное здание детсада закрыли в 2016 году из-за аварийности. Потом на выделенные из муниципального бюджета средства делали ремонт. Сейчас для возобновления работы детского сада необходимо дополнительное финансирование. До закрытия детского сада дети ходили, всего 70 детей. Ходили в детский сад. На данный момент эти дети уже распределены в другие сады. Да. На открытие у нас не хватает еще примерно 2-3 миллиона рублей. По итогам рабочей командировки Владислав Ховалыг подчеркнул, проблемные вопросы социальных объектов нужно решить в ускоренном темпе к новому учебному году и отопительному сезону. Айра Сат, Артыш Бартан, Мирана Иргит, Тува 24.